1863 году Казань посетил сын Александра II, цесаревич, великий князь Николай Александрович. Когда он посетил Казань, он сказал: «Я хочу увидеть дом богатого татарина». Все немножечко растерялись, но Ибрагим Юнусов сказал: «Хорошо, я приму вас у себя». Для этой цели он привел в порядок площадь, которая сейчас носит название ЮНЕСКО, установил фонари, дома сделал европейскую обстановку в зале и в полном таком параде пригласил женскую половину, родню своей семьи. Дамы, нарядившись, выстроившись в два ряда, стояли и лицезрели цесаревича. Цесаревич проходил мимо них, между двух рядов, и разговаривал. Он спрашивал, каждый обращался с вопросом. К сожалению, никто из них практически не знал, кроме дочери Ибрагима Апакова, Махуб-Джамал. Махуб-Джамал охотно все транслировал, переводил. И как раз тогда цесаревич, оглядев весь ряд женщин, на головах которых были колфаки, унизанные жемчугом, жемчужные с золотом накосники, хасите перевязь, богатые золотые изю, огромное количество монетных украшений из чистого золота, он сказал: «Золото в России кончилось, оно все на татарках». Вы представьте себе масштаб того, как себя украшали татарские женщины. Но если благосостояние не позволяло, конечно же, женщина и участвовала наравне с мужчинами в сельскохозяйственных работах по дому, и она уже так не покрывалась. Но украшения все равно всегда были. Пусть они были более скромными, из менее драгоценных металлов, но они были. Начнем с главных украшений. И когда у нас была встреча по колфаку, я как раз рассказывала про налобную повязку ука-щищак. Здесь ошибки нет, здесь на самом деле через «а» пишется. Это обозначает в переводе с татарского кисть бахрома. Не цветок, а кисть бахрома. Ука — это значит золоченый, золотой. Золотая бахрома с вот такими спиральками. Ее носили молодые девушки в комплексе с белым колфаком. Вот как раз мы здесь воссоздали головной убор девушки юной пермской татарки. И вот нашла я вот такую прекрасную архивную фотографию 50-х годов. Это татарка из Нижегородской области, Мишарка, в день своего бракосочетания, как раз вот в головной повязке ука-щищак. Есть еще одно украшение — баш хаситеса, головное хасите. Но я к нему отношусь немножко скептически, потому что во всех книгах написано, что это лишь фрагмент от большого головного убора, и от него были подвески. Вот если бы я видела воочию, какой был головной убор, я бы, конечно, рассказала бы и показала, но баш хаситеса — это предмет, который еще подлежит большому изучению. Следующим очень красивым и нарядным украшением является накосник тызмя. Тызмя от слова тызерге. Тызерге — это значит выстраивать. И вот эти накосники, они были из двух полосочек золотого позумента или одной сплошной, соединенных между собой, на которые нашивались одна за другой монеты. Или бляхи. Вот, например, вот на этом вот накоснике здесь представлены бляхи с благопожеланиями, и они заканчиваются очень красивыми. Вот вы не поверите, вот эти корзинки с цветами — это на самом деле остатки от сережек. Были такие сережки, они полностью покрыты жемчугом. Вот здесь вот как раз они есть на фотографии. Жемчуг потеряли, но чтобы вот эта корзиночка с цветами металлической не пропадала, ее проделали на накосник в качестве декоративного элемента. Здесь вот уже более деревенская, здесь 50-копеечные монеты серебряные. И снизу чупа, сверху бляха. Вещь эта очень тяжелая. И поэтому она фиксировалась в голове, вокруг головы большой тесем, обвязывалась, и
И дополнительно фиксировались они к косе при помощи тесемок или перемычек, в которые вдевалась коса. В основном это был девичий аксессуар, потому что уже женщины полностью прятали волосы, но бывало так, что носили и женщины. Вот это мы как раз, это реконструкция, это не золотые 10-рублевки. Если бы это были настоящие золотые 10-рублевки, где-то цена была бы около 10-12 миллионов, мне сказали. Это имитация, но вот эти украшения, они не настоящие, были и трехрядные накосники. И мне кажется, они были очень эффектными. И даже если у женщины коса была не столь длинна, как ей хотелось, благодаря тезме она могла сделать иллюзию того, что коса ниже пояса. Все равно же ее снаружи не видно. Здесь вот тоже это картина, изображающая казанскую татарку, художница Нарышкина. К сожалению, про нее ничего практически не известно. Но здесь тоже мы видим и колфак, и очень красивый накосник, тезме, и камзол, отделанный мехом. Считается, что подобные накосники образовались в результате рассоединения большой монетной шапки, которую носили древние татарки, с основной лопастью, которая шла по спине. Вообще, согласно преданиям, вот эти вот монетные украшения, вот эти лопасти монетные, сзади накосники, это своеобразный рудимент доспехов, что когда-то, возможно, они защищали женщину от ударов мечом. Ну, я не знаю, как это все было. Возможно, просто всегда хотелось выглядеть поэффектнее и нести такой, так скажем, весомый вид иметь для женщин. Постепенно вот эти вот монетные шапки у богатых женщин, они были увиты серебряными монетами, золотыми, венчали обычно золотые монеты. У бедных женщин это были простые оловянные кружки, кружочки, они исчезли, а вот эта вот спинная лопасть, она превратилась уже гораздо более скромной по размерам и оформлению накосник тезме. Вот еще как раз одна гравюра середины XVIII века. Мои любимые акварели Карла Фукса, которые он сделал в Елабуге и отражает наряды, убранство казанских татарок. Вот как раз конфигурация из книги по татарскому народному костюму того, как могли быть устроены тезмелер. Причем вот этот вот накосник, он представляет из себя вообще мешочек, в который вкладывалась коса, и называется щачкап. Щачкап умешари. Одна из редких фотографий, которая сделана по реальному персонажу, который хранится у нас в Казанском музее этнографии при КФУ, тоже середина XIX века. Смотрите, как богато и достойно выглядит компания вот этих женщин. Это уже конец XIX века, но все равно тезме сохраняется. Для тех, кто не был на лекции по колфаку, опять напомню, что колфак должен всегда смотреть на правую сторону. Его наклон должен быть вправо, потому что на правом плече у нас сидит ангел, который доносит Аллаху наши благие дела. И вот как раз колфак в почтительном поклоне склоняет свою вершину перед ним. И когда я вижу колфак туда, колфак сюда, колфак так, мне всегда хочется сказать: носите на правую сторону, пожалуйста. Недалеко от Зеленодольска есть чудесный маленький музей, частный, Ильсур Касимова. Ильсур Касимов сохраняет и из окрестных деревень какие-то татарские артефакты, и есть вещи из его личной, доставшейся ему по наследству. Вот этот вот накосник тезме принадлежал его прабабушке, вес его более 2,5 килограмм, очень массивное сооружение, это я. Вот вы посмотрите, даже при моем росте, при моей длине спины, он мне значительно ниже талии. Вот вы представляете себе, какая это тяжесть. Однажды меня пригласили на встречу для татарских девочек, и мы как раз разговаривали о украшениях для волос, и они мне говорят: «Апа, а почему они носили-то такую тяжесть? Это же какой-то ужас». Было предание на эту тему. Татарки считали, что если на волосы повесить утяжеление,
то волосы будут расти быстрее, и они будут более крепкими. Вы представляете себе? При этом они терпели невыносимую головную боль, о которой писал еще Шигаб-ад-Дин Марджани, что причиной исчезновения накосников как раз вот служили вот эти вот головные боли. И знаете, что меня напугало? Одна девочка сидела, очень задумчиво, маленькая, и сказала: у меня очень жидкие волосы, мне надо что-то подрезать к своим волосам. И тут я реально испугалась, потому что я подумала, что ребенок придет домой, расскажет об этом. Да. И мама обратится ко мне с резонным критическим таким вот замечанием, да, неодобрением. Тизмеллерде в накосниках был свой маленький секрет. И секрет этот был на вершине. Он называется щештебе. Щештебе — это, как сказать, основание корня волос, основание затылка. Это нижняя затылочная ямка. Место перехода головы в шею. И вот это щештебе, это был сакральным для татар местом. Туда хранили, отгибали вот эту бляху, и под ней хранили специальные обережные амулеты, которые защищали женщину от сглаза, как бы обеспечивали прекрасный рост волос. А иногда это были просто любовные записки, которые хранили так, чтобы записка или к маме в руки не попала, или еще что-то, или просто ближе к сердцу, чтобы это все было. Они были в основном в виде квадрата со скошенными углами, овалов. Большое количество этих вот как раз щештебе-тенкясе хранится у нас в Национальном музее. Мы заканчиваем с накосниками, переходим к чулпам. Чулпы — это, я считаю, один из самых долго сохранившихся в обиходе татарских ювелирных изделий. И простейший чулпа состоит из веревочки, шнурка, на которой нашиты монеты. Еще Карл Фокс писал, что татарку прежде слышно, а потом уже видно. Монетки, очень красиво соприкасаясь, издавали мелодичный звон, по которому женщина оповещала о своем приходе. По исламским традициям ей нельзя было, например, разговаривать со свекром, или если в доме кто-то был из посторонних мужчин, а дома были маленькими, это буквально одна комната разделенная шаршал перегородкой тканевой, мужчина отворачивался и давал ей возможность пройти в свое пространство женское и так далее. И кроме того, женщины считали, что они этим звоном отгоняют злых духов. Мне очень повезло быть знакомой с людьми, у которых родственники носили чулпы до 90-х годов. У моего знакомого бабушки в 6 лет подарили. Ее отец мулла, они проживали в Мадышском районе, принес с ярмарки перед тем, как его репрессировали, чулпы и надел их на девочку. И сказал: носи, как мою память. И она не снимала их до самой смерти. Очень сильная убежденность. И муж позволил, и ее убежденность. И она не отрезала косы. Она носила это до своего последнего часа. Чулпы эти хранятся в семье и являются вот именно символом сохранения их истории семьи. Также простейшие чулпы делались просто из монет, соединенных между собой вот этими специальными запаянными кружочками. У меня был прекрасный опыт. Я участвовала в воссоздании костюмов для самарского детского ансамбля «Заман». И мы делали часть чулп как раз вот из этих вот веревочек, на которые нашивались монетки. Похвалюсь, костюмы, эти целый костюмный комплекс для, по-моему, 18 девочек и одного мальчика вот этого чудесного Карима занял первое место в конкурсе настоящих костюмов, созданных по этнографическим традициям татарского народа. По мере усложнения чулпы могли быть и в технике филиграни, в технике зерни. Здесь использовалось большое количество. Здесь, например, хрусталь, сердолик. Здесь уже вот сердолику даже придали форму сердечка, окружили его россыпью бирюзы. Иногда делали специальные подвески с кораническими изречениями и благопожеланиями. Но татарские ювелиры
не могли создавать очень простые украшения, даже из одного ряда. Обязательно наступало усложнение. Из однорядной, в некоторых татарских говорах говорили «бертажла», «этаж», переворачивали «бертажла», «беррятле», они делали уже «икрятле», «икэтажла» чулпы. Видим, состоит из двух скамных блях. Размеры у них были тоже уже значительными, до 30-40 сантиметров, а иногда и до полуметра. Вот это, например, мишарская чулпа. Чулпа у мишар называется бака. Она очень длинная, и очень часто чулпы даже не крепили к волосам, а перекидывали шнурочек и носили как наплечные украшения. У Уильяма Каррика как раз есть фотография, где женщина в подобном наплечном украшении. И вот посмотрите, есть и четырехэтажные, есть и даже пятиэтажные чулпы. Для того, чтобы они не были слишком длинными, но в то же время сохранили свою массивность, были придуманы чулпы с коромыслицем, киентали чулпы. Они опять-таки могли быть одноэтажными, двухэтажными. И вот даже вот эти коромыслицы, посмотрите, здесь сделан красивый узор, здесь сердечко. Иногда туда вставлялись камни, и, по моему мнению, фантазии и любовь, с которой создавали казанские ювелиры украшения для волос женщин, они достойны самого искреннего восхищения. И мои самые любимые варианты чулп — это киентали чулпы, сделанные в технике с использованием большого количества драгоценных камней. Это очень большая редкость. Вот за этой чулпой я буквально месяц назад ездила в Саранск. Там в деревне сохранилась в семье. Как раз вот у меня была одна подобная чулпа, а сейчас стало вот две. Это последние века, да? А? По времени последние? Вот это самое последнее. Недели 3 назад на ней ездила в Саранск. Могли быть киентали чулпалар даже с 3 рядами подвесок. Это вот, кстати, очень миниатюрная маленькая чулпа. Я думаю, что это, наверное, была, скорее всего, для детского основания вот косы. Вот она, видите? Не очень крупная. Какой год это? Какое время? Вы понимаете, конец 19-го. В начале 20 века татарки уже особенно прогрессивно отказались от подобных украшений. Ну, изготовлены они могут быть раньше, да? Конечно. Но вы понимаете, я для того, чтобы, как сказать, не нахваливаться, что ли, я могу тут все сказать, что здесь конец 19-го, начало 19-го, конец 18 века, но я избегаю такого. Могли быть и кашлы чулпалар, когда вставлялся большой камень, его никак практически не обрабатывали и делали подвески из камней уже без ткани. Каким бы благосостоянием обладала женщина, она всегда хотела быть красивой. И если не было особых средств, денег, то в ход шли и специальные монетовидные жетоны. Это фабрика Кучкина, которая она выпускала, по-моему, 10 копеек за 20 штук для инородцев, как они писали в своей рекламной продукции. Вот такие вот из золоченого сплава, мельхиора, подобные монеты. Были даже имитации скани. Это вот литье, рыбная слобода. На самом деле это не скань. Была форма, туда залили металл, и получалась такая вот рельефная поверхность. Были даже из печати Сулеймана, но это тоже вот имитация чулп. Рыбная слобода просто я показываю для того, чтобы вы видели, насколько был широкий спектр ювелирного мастерства. Алкалар. У всех татарок с 2-3 лет прокалывались ушки, и у нее... С года прокололи. С года прокололи. Даже с года, наверное, да. И самая классическая татарская серьга, она имеет миндалевидную центральную большую подвеску, круглые навершие и шумящие подвески, которые тоже издают небольшой мелодичный звон. Если мы посмотрим на все серьги, то практически везде мы видим эту миндалевидную подвеску, мелкие подвесочки и верхний круг, к которому крепится уже крючок.
Вот вы понимаете, что это же такие суровые, брутальные татарские мужчины, которые сантиментов не принимают, очень сдержанными, честно. Вот посмотрите, это же все вышло из их рук. Какая романтика, какая чувственность, какое эстетическое восприятие, какая страсть к украшению своих женщин. Я не устаю восхищаться и петь самые свои хвалебные оды, свои слова восхищения этим мужчинам, которые сотворяли такие шедевры. Есть и такое, возможно, о которых не знаете и ранее не слышали, есть такие украшения для закрепления тастара. Тастар — это длинное полотенцевидное тканое, как шарфом. Он оборачивается вокруг головы, и для того, чтобы... Айсылу, подойдите, пожалуйста. И для того, чтобы он не сползал с головы, используются подобные застежки. Называется щебет, ебет, как это говорят. И он представляет из себя вот такие монетные цветы с подвесками, соединенными между собой цепочками. А мы думали, подвески спереди бывают только, а оказывается, они еще и вот этот оборот сзади. Потому что вот у Росларда Мариамондай, да, песочный. Есть и у татар, мы до этого дойдем сейчас. Вот как раз височно-нагрудное украшение сырга. Сырга, да. У кряшен до сих пор есть такое украшение сыргового. Сырга — это очень близко к слову к серьгам. У кряшен, например, сыргового — это алая ленточка, в которой соединяются серьги. Элементы же девичьего костюмного комплекса. И вот эта как раз красная ленточка, она служит, так сказать, предохранителем на случай потерь. Если у тебя сережка выпадет, то она, во-первых, привязана к ленточке, и ты всегда найдешь ее по красной ленточке. Причем эта традиция красных ленточек сохраняется до сих пор. И наши деревенские соседи, и моя мама, они все красные ленточки берегут и привязывают к ним ключи. Длинные, очень красивые, из букета специально даже сохраняют. Шейно-нагрудное украшение. Здесь вот как раз меня очень часто критикуют, почему я ставлю эту фотографию. Вот здесь как-то женщины не очень из разряда тех, кто соблюдает здоровый образ жизни, но мы видим, насколько большое количество украшений несет на себе жизнь. Здесь и изю красивый, и обшлаг, манжеты с золотыми камнями, жемчужные украшения. Здесь я не могу, к сожалению, богатый колфак. Это очень богатая семья. Скорее всего, это мама с дочерьми. И посмотрите, как они нарядно, красиво одеты. Следующим шейно-нагрудным украшением являются лунницы Айшаклар, Пайшакпай луна. Они могли быть металлическими, могли быть нашивными на тканевую основу в виде вот такой полулуны и украшенные бляхами. У кряшен оно есть под названием тамакса, тамак горло, и вот как раз производная. Здесь кораллы, монеты. Муин-салар, бусы, ожерелья. Очень часто татарки любили сопровождать бусы монетными вкраплениями. У меня тоже представлены коралловые бусы с вставочками, с пайкой, ушком делалась монетная как бы подвеска, и она перемежалась с камнями. Здесь вот тоже богатая семья татарская, то тоже монетовидные бусы, и на девочках, даже самых малютках, ряды бус. То же самое здесь вот богатая татарка в праздничном наряде Уфимской губернии, здесь казанская татарка, здесь уже хрусталь с монетовидными подвесками. А могли быть просто из монет ожерелья. Могли перемежаться отдельными фрагментами, фигурно нарезанными составками из того же самого хрусталя. Или вот, например, двухрядное ожерелье на малиновом фоне, вот на маляке, как раз один из представителей таких вариантов. Ну и, конечно, все помнят своих бабушек, на которых было много-много бус. Вот эти бусы, они достались не от бабушек, от родных, от чужих.
Дети говорили, все равно выкинем, забери. Здесь это и янтарь, вот янтарь, двух видов, кстати. Кстати, в Древней Булгарии очень ценился темный янтарь. И для того, чтобы придать ему темный цвет, его складывали в горшочки и долго томили в печах. Тогда он темнел и приобретал необходимый нужный Вот цвет. этот красный, очень дорогой янтарь. Вот этот. Да, это семейские, по-русски они идут в русской традиционной культуре как семейские бусы. Бакелитовые бусы, которые уже имитировали янтарь, они появились в советское время. Коралловые бусы. Очень много изображений женских, которые воспроизвел Харис Якупов, создал Харис Якупов. Вот как раз они показывают всю красочность и то, что женщины даже для работы в поле, для работы на ферме доярки, они одевали все равно всегда бусы. Ближе к Уралу сибирские татары, они носили довольно крупные массивные украшения из отдельных как бы цепочек, даже фрагментов с довольно простой структурой, которые были схожи с такими же украшениями у удмуртов, у башкир, и даже их часто путают, но у татар тоже были такие украшения, назывались или сырва, или муенса, или даже я слышала выражение буенса. Изю. Все, наверное, знают, что такое изю. Любим. Это крупное нагрудное украшение лопатовидной формы. Очень часто оно из золотого позумента, украшено шелковыми ленточками, декорировано бляхами. Изначально у татар был просто прямой вертикальный разрез на рубахе, который имел длину 20-30 сантиметров, для того, чтобы женщина могла и снять, и достать грудь, чтобы покормить ребенка. И для того, чтобы его как-то замаскировать, украсить, здесь пришивался изюм. Он мог быть полностью нашивным на платье Юля Кульмя Кумиша, а мог быть и отлетным отдельно на веревочке. Здесь как раз вот фотографии, сохранившиеся, это фотографии Карелина, которые были сделаны в Нижегородской губернии. Это Мулас с двумя своими женами, а эти фотографии сибирских татар. Потом уже, вот, если вначале он окаймлял разрез, потом уже это все зашилось, и изю стало отдельным таким декоративным элементом. В Российском этнографическом музее хранится платье, вот как раз украшенное этим изю. Постепенно вот этот вот прямой грудной разрез стали закрывать. Появилась уже планка пуговичная, уже разрез стали, он не был таким зияющим, открытым, и постепенно уже от изю стали уходить. Здесь вот мы видим уже вот молодая девушка, изю уже не украшена. Здесь родственница их одела изю еще по старинному образцу с большим количеством мелких-мелких деталей, и опа тоже стоит подобным, богато изукрашенным различными элементами изю. Изю в основном это позумент золотный. Он мог быть и с серебряными, и золотыми нитями, между которыми прокладывались тесемочки бархата, шелка, какой-то красивой ткани, даже хлопчатобумажной, и по краю шел красивая золотая оборка из шелковой ткани. Причем у татарских изю есть одна особенность, которая позволяет их отличать от башкирских. Очень часто в башкирских изю вот здесь есть центральная темная полосочка. Бывает, что и на татарских встречается, но крайне редко. И поэтому, если вы будете воссоздавать свою изю, обязательно посмотрите, чтобы это был татарский образец, по которому вы будете его создавать. И как бы не сделать. Полосочка прям под разрезом, простите? Или Она не под разрезом, она идет центральная, черная, темная. как? Не кант, просто Как-то, центральная. ну я поняла, но разрез она имитирует. Имитирует вместо разреза. Дайте Она ей. не имитирует, это просто черная шелковая либо бархатная тесьма. И вот посмотрите, здесь чего только нет на этом изю. Здесь раздвоенная сабля Зульфикара. Здесь и монеты, и бляхи,
и различные вот кувшинчик, который, например, привозили из Мекки. От дурного глаза. Все от дурного глаза. И для того, чтобы быть, как сказать, было хорошее женское здоровье. Вся вот цель вот этого украшения – это отвести дурной взгляд и приобрести положительные только качества. Ресурсы. Да. Аналогом изю являются мишарские монетные нагрудники. Это вот как раз у сергаческих мишарей они имели более-менее прямоугольную форму со скошенными двумя углами, а у лямбирских мишарей они перта вот как раз имела склонность к приобретению овальной формы. Самым, я считаю, специфичным для татар украшением наряду с чулками это воротниковая застежка, яка щелбара. Яка – ворот, щелбар – цепочка. Представляет из себя застежку на небольшом тканевом матерчатом таком основании, которое прицепляется от 5 до 7 и даже до 9 подвесок, оканчивающихся красивыми бляхами. Вот здесь вот как раз на фотографии Карелина мы видим очень состоятельную женщину. Здесь у нее 7 подвесок, но есть и 9. Вернее, а предком подобных ялка-щелбары являются гривны. Гривны, которые были найдены при раскопках Волжской Булгарии, и они как раз представляют из себя, ошейник с подвеской. Простейшие воротниковые застежки ялка-щелбары, они были из монеток, без ткани, без филиграни, оканчивающиеся круглыми монетами или даже имитацией. Вот здесь как раз мне очень нравится акварель Верещагина «Девушка с козами», которая была создана в окрестностях Елабуги. Вы знаете, каждое украшение, даже если оно очень простое, оно несет в себе историю. Вот посмотрим вот на это, казалось бы, совершенно такое незамысловатое, довольно скромное ялка-щелбары. Монеты, которые оканчиваются на цепочке, здесь мы видим то, что 2 монеты повернуты так, что видно лицо правителя. Здесь это екатерининские 50-копеечные монеты. Только для Екатерины II и Аби-Патша была оказана такая честь. Лики всех остальных правителей поворачивались так орлом вперед. Ни Александр, ни Николай. Их всех убирали. И только для Аби-Патша, который отменил насильственную христианизацию и разрешил строительство каменных мечетей, была оказана такая честь. Ее лик всегда переворачивался вперед. Вот эти вот перемычки в виде дубовых листьев – это отсылка Волжской Булгарии. Древние булгары поклонялись священным дубовым рощам. Вот помните, я показывала вам филактерии, где та же самая уточка, где желудевидные подвески. Это еще идет с тех времен традиции. И вот эти дубовые листики – это Волжская Булгария. А здесь вот наверху самый распространенный мотив – это древо жизни. Камарагаща. У него есть и цветы, и стебель, то есть молодое поколение, основное поколение, корни, которые уже в земле, ушедшее поколение. Вот у Камарагаща здесь вот 2 как раз фрагмента воспроизведены. Вот, казалось бы, простое украшение, а сколько здесь всего? А только дубовые листья еще? А только дубовые бывают листья? Нет, разные варианты. Вот просто варианты стилизации очень и очень вариабельны. Вот, например, на татарских наличниках огромное количество двуглавых орлов. Для меня это было очень большим потрясением, что татары так много его транслировали на свои дома. Когда я спросила у местных, почему у вас вот изображены двуглавые орлы, они говорили, а разве это двуглавый орел? Мы думали, просто это такой узор. Но в книгах Фуата Валиева показано, как постепенно трансформировался из года в год и упрощался этот рисунок. Ну, есть люди, которые говорят, да, это икабашло корабркет. Да, это двухголовый орел, у которого одна голова смотрит на улицу, одна домой, одна охраняет днем, одна охраняет ночью. Но
Двуглавый орел — это символ Золотой Орды. И они встречаются подвесками. Потом это все отваливалось, но находило себе место на хасите и изю. Вот эти капельки как раз можно увидеть уже в качестве украшения других изделий. Следующим таким очень интересным украшением является хасите. Хасите встречается у многих народов. И у башкир, и у удмуртов, и у марийцев. Самые простейшие хасите, они имели вид полосы с нашитыми на нее монетами. Была амулетница, и ее могло и не быть, и могло быть просто несколько блях. Вот простейшие настоящие хасите, монеты, бляхи. Сзади у нее позумент, простая ткань. Это как бы сельский вариант хасите. А через какое плечо правильно? Сейчас дойдем. Вот как раз оно на экране. По мере усложнения это преобладало уже большое количество блях. Вот здесь вот бляхи выполнены бугорчатой с камня. А здесь ажурная филигрань. Большое количество иностранных монет. Талир, тенкелер. Это даже я встречала монеты из Китая, из Монголии, чего только нет. Это все свидетельствует о том, о большом товарном обмене и таком вот культурном взаимодействии с разными народами. Это вот тоже сельское хасите. Мы его недавно только отреставрировали, оно было в ужасном виде, все разорвано. А это вот, вы не поверите, это настоящее детское хасите. По мере смены веков к середине и началу 20 века хасите практически исчезло. И из декоративного оно сохранило обережную функцию. И в основном его носили дети. Я встречала респондентов, которые говорили, что они в 90-е годы еще носили хасите в виде беты. Это перевязь, и на ней нашиты карманцы с молитвами из Корана, с какими-то оберегами, например, там веточка рябины. Вот буквально недавно мне женщина сказала, что она в 1994 году носила пионерский галстук. Под одеждой был у нее как раз подобный амулет. И вот это маленькое детское хасите мне попало от Феймяпы из Арского района. И это своеобразный памятник смены поколений, сохранения традиций, исчезновения этих традиций. Здесь основа, задняя сторона хасите — это гимнастерка отца, пришедшего целым с фронта живым. Кусочек рябины, который был сорван с места, где она не слышала пения петуха. Считается, такая кусочек или рябины, или можжевельника наиболее, так скажем, дают охранительную функцию. Вот это вот очень маленькие застежки. Это изюхаптармалара, застежки для ворота, рубахи, платья. И они сохранились еще с дореволюционного времени. Видите, вторые половинки не хутерины, но они вполне сгодились для украшения детского хасите. Вот этот перламутровый сапожок, это тоже вот как раздвоенный меч Зульфикар, я, к сожалению, не знаю его значения, но у него тоже есть какой-то смысл. А вот это, например, навершие от медали материнской славы 3-й степени. Медаль потеряли, навершие пришили. Сердолик старинный. И уже идут пластмассовые пуговицы, которые уже появились, целлулоидные, которые уже появились вот в 40-е годы. И она носила это где-то, сказала, с 46 по 49 год. Вот это хасите. Здесь как раз показаны еще и детские украшения. Девочкам, даже самым малюткам, делались и браслеты. Вот эти чопы, они буквально 2-3 сантиметра, очень легкие. Есть правила ношения хасите. Прежде всего, хасите нужно носить так, чтобы оно идет через левое плечо под правую руку. Почему так делали? Потому что в самом окончании хасите находится или карманец, или футляр для Корана, который должен приходить, как говорят татары, тятику, к руке, правой руке, которая как раз служит для приветствия,
для принятия пищи, в отличие от левой, которая служит для омовения и считается не такой пристойной, как правая рука. Кроме того, как меня научил Хазрат, хасите должно заканчиваться выше уровня пупка, чтобы опять-таки содержимое коральницы не было в харамной зоне. Поэтому, если вы видите на старинных фотографиях, ощущение, как будто хасите маловато ее хозяйки и как будто бы перетягивает. И когда я вижу, как сейчас делают такой хасите, который через середину бедра, огромный гипертрофир, на самом деле это неправильно. На хасите есть определенные элементы. Вот, например, по краю идет цепочка или позумент, которые это считается, что эта часть от кольчуги сохраняет от сглаза нечистые силы. Сабля Зульфакар, мы ее видели на изюме раздвоенной, она дает бодрость, силы и держит врагов на расстоянии. Сердоликовые буксы — это охрана от проклятия и невзгод. Раковины каури сохраняют от шума в ушах. Змеиные рога — ключ к богатству. Бирюза — сияние ислама. Коралл в оправе демонстрирует всегда человека только с самой лучшей стороны. И сердолик с белыми вкраплениями предотвращает носовое кровотечение. Вот такое описание как раз его дал ювелир Ишмаметов, который поставлял татарские реликвии в Российский этнографический музей. И вот как раз в новом каталоге татарских вещей из Российского этнографического музея, который вышел в этом году, и приводится вот такое описание. Все знают, что такие змеиные рога, что такое? Елан Магзе. Я и сама о нем узнала совсем недавно. Это считается сильнейшим амулетом, но есть нюансы в его приобретении. Змею убивать нельзя. Во-первых, надо найти рога. То есть змею, это аномалия развития, скорее всего, какие-то кожные наросты. Змея сама должна отдать этот рог. То есть, скорее всего, сползти с нее шкурка, потом найти, отрезать и сильнейший амулет. Елан Магзе. Змеиные рога вы, может, даже по-русски не найдете. Смотрите, Елан Магзе. Есть даже рассказ на эту тему. Татарки были большими любительницами чаепитий. И поэтому очень часто футляр для Корана, когда они шли в гости, они убирали Коран миниатюрный и заменяли его на простой кусочек дерева. Для того, чтобы, когда они идут в туалет запрещено идти, неся на себе коранические изречения, уже они могли спокойно ходить в туалет. Вот как раз фотография, это очень редкая фотография, демонстрирующая то, что девушки в начале 20 века, скорее всего, они просто одели хасите своих бабушек и решили пойти в фотосалон. Здесь уже, мы так подозреваем, что это, скорее всего, постановочная фотография. Как носили сверху или снизу камзол, вот тоже очень часто дискутируют. Скорее всего, их носили снизу камзола, потому что бархатный камзол бы очень быстро перетерся. Украшение тяжелое, и вот это, вы понимаете, по бархату тяжелая перевязь, она привела бы к деформации ворса. Но сейчас носят поверх, потому что хочется показать все богатство, красоту этого украшения. Апофеозом хасите является хасите в виде чистого ювелирного изделия. Это цепь с нанизанными на нее ювелирными бляхами. Красивейшее украшение, очень древнее. И, к сожалению, там буквально единичные экспонаты есть в Риме и в нашем национальном музее. По-моему, одна подобная хасите. Бляхи. Меня вот как раз спрашивали. Бляхи служили элементом оформления изю и хасите через плечные перевязи. Они были различной формы, и они собирались с женщиной всю жизнь. Папа поехал на ярмарку, купил дочери, положила пока в коробочку, муж привез с ярмарки. Таким образом она набирала необходимый спектр украшений в виде блях и нашивался потом уже на хасите. Причем на хасите иногда даже шли такие вещи, как, например, ключик от каюты корабля. Николай Ильич Воробьев в своем рассказе как раз о хасите пишет, что чего только не встретишь на нагрудных перевязях у татар. Вот даже говорил про такие ключики.
Еще один артефакт, показывающий романтичность татарских мужчин. Это бляха у моего друга хранится, нашивная. Она была украшена сердоликом. Однажды он, решив ее почистить, случайно уронил. Камень выпал, и он увидел, что там лежит записочка. Красиво, шестиугольники сложены между собой гармошкой. И когда расшифровали надпись, там было написано: «Будем вечно с тобой, моя дорогая». Броши, пашлы инялек, очень редкий и перенятый от русского населения аксессуар. Тенкеля булавка, монетные броши. Их использовали в основном небогатые девушки, их крепили на передничке, на платье у ворота. Коптермалар, камзол коптермаса, застежка для камзола. Браслеты. Вот здесь как раз вот мы видим браслет в виде манжеты, украшенный снизу 5-рублевыми золотыми монетами. Вот он. Единственный сохранившийся вариант, он сохранился в Казахстане в музее. И вот работа Рафката Мухаммедшина, она вот здесь как раз очень красивый жемчуг, аметисты, бугорчатая скань бирюза и золотой позумен, снизу монеты. Парные? На пару денег не хватило. Совсем недавно, вот я просто хочу показать даже, в каком состоянии поступают вещи. Мне из очень старинного татарского рода передали застежки блязек-коптер-массе. Вот вы посмотрите, он намного еще шире, крупнее. Камни были убраны, вторые половиночки потерялись. Вот как раз предстоят реставрационные работы. Браслеты могли быть разными. Они могли состоять из одной пластины, согнутой по форме руки. Очень распространенная форма. Они могли состоять из отдельных звеньев. Причем, чем древнее браслет, тем крупнее и звенья. В среднем 3 звена. Уже к середине 19 века, началу 20 века звенья уменьшились, их количество увеличилось. Использовали в основном вот это стекло. Здесь подложена цветная фольга, и поэтому получается такой вид рубина. Опять-таки малахит, стекло, здесь сочетание и малахита, и стекла. Варили имитацию малахита. Вот это на самом деле не малахит. Сердолик, цветной камень, сканная техника с аметистами и бирюзой. Сердолик. Вот это очень интересный браслет, называется кулбава. Ну, как сказать, веревка для запястья. Носили в основном девушки, и здесь вот показаны застежки для кулбава, соединенные между собой кораллами. Вот как раз я хотела показать, опять-таки, тонкость работы, тонкость выполнения чеканки на тех же самых браслетах. Узенький браслет, ширина 7 сантиметров, а какая многогранная филигранная работа. Очень обильно инкрустировалась, конечно, камнями. Золотились они. Это парный браслет, застежка в виде сердечка, это уже начало 20 века. Футляры для Корана, миниатюрные. Саутлары, филактерии. Они имеют очень небольшой размер. Это вот как раз коранницы из семьи родственников Хасана Туфана. Здесь вот, видите, какой миниатюрный Коран. Такие коранницы вот крепили и к изю, и к хасите. Там внутри точно так же находится маленький Коран. И есть даже варианты коранниц, в которых находится увеличительное стекло в передней поверхности. Для чего оно нужно? Такие коранницы выдавали в качестве вознаграждения солдатам и офицерам, которые служили в царской армии. И для того, чтобы они могли читать, книжечка-то вот маленькая, 2-2,5 сантиметра, увеличительное стекло на крышечке служило им как раз в подмогу. Вот посмотрите, совершенно маленькая коранница,
когда я ее приобрела, я обнаружила, что внутри есть какое-то вот каменистое образование, но я не ошиблась, когда отнесла его к специалистам по восстановлению древних рукописей. Посмотрите, там была вот такая спрессованная, ну как сказать, записка, которая несет в себе изречение из Корана. Вот эту бумажечку, вот эту две бумажечки, вот они хранились вот в этой вот маленькой коробочке. Разворачивали около месяца, потому что там распаривали, специальные технологии, иголочками расправляли, и в итоге как раз ушел месяц только на развертку. Потом мы проклеили специально вот здесь прозрачной японской бумагой для реставрации, потом заново прописали текст. Это огромный труд. Каждый экспонат, он дался мне с огромными такими вот сложностями. А вот это очень смешное даже маленькое. Там изречение из Корана, вы знаете. Вот, Дахалар. А здесь вот он, вот этот вот маленький, похожий на пешмак, у него размер 1,2 сантиметра в длину. Он такой маленький, что я его даже не стала рисковать сюда везти. Я думала, просто у меня где-нибудь вывалится и потеряется. И у него задняя откидная стенка, и вот как раз тоже хранится изречение. Кольца без камней балдах, с камнем язык. Кольца были у богатых женщин даже на каждом пальце. Но, к сожалению, у меня время немножко ограничено, я бы даже по кольцам могла прочитать целую оду. И вот посмотрите, есть такая очень красивая работа Карла Фукса, которая, ну вот я, будучи ранее преподавателем, я очень люблю как подводить итоги. И вот как раз Карл Фукс озаглавил как татарский наряд, и мы можем вспомнить все, что мы сегодня с вами выслушали. Изю, Яка Шылбыры, Хасиде с кармашечком, где хранится Коран, Ука Шешек, Тизме, ну это к нам не по теме, Блязек, Алка. Вот такая вот хорошая у нас обобщающая как раз схема. Ихтибарага защин рахмет. На этом мое выступление закончено. Я очень рада, что вы все высидели. Я постаралась уложиться в срок. Да. Но я говорю, я могу говорить бесконечно. Даже про те же самые хасиде можно прочитать просто на час 20. Я надеюсь, в колфаках на своих свадьбах. Они говорили, вот моя мама вышла замуж в этом колфаке. Не нужна мне фата, не нужны мне какие-то ляпистые блестки. И мы мечтаем о том, что мы сподвигнем девушек на создание тюбетеек для своих халяджахатлярна, для своих будущих супругов. Потому что раньше татарка в качестве своего именно свадебного подарка делала тюбетейку, но тюбетейку по всем правилам. И вы понимаете, пусть она будет даже неказистая, но если мужчина будет знать, что она потратила свой труд, несколько часов, несколько месяцев даже времени, сделала ее классической стежкой, то это будет очень ценная семейная реликвия. Бексуль Ахмед, да. Нашему лектору, организаторам, всем помощникам этой лекции. Ну и в завершении разрешите поблагодарить, еще и вручив наши, скажем так, награды, может быть скромные, но я думаю, что очень к месту они сейчас будут. Первая награда – это медаль, памятная медаль, которая была выпущена в знак памяти 135-летия со дня рождения великого нашего поэта Абдулы Тукаева, памятник, кстати, который тут недалеко находится. Поэтому, уважаемый Гульшат Ринатовна, позвольте вручить вам вот эту вот медаль, а также почетную грамоту от полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации за проведение выставки и лекции татарского украшения в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Москве. Вот в эти дни как раз проходят у нас Дни культуры, сегодня второй день, завтра завершающий. И почетную грамоту подписал и удостоверение медали заместитель премьер-министра Республики Татарстан, полномочный представитель Татарстана в Российской Федерации Равиль Калимович Ахмеджин. Гульшат Ринатовна, Бигзур Ахмед. Спасибо вам.
медали не было? Пусть будет это первая медаль и самая низкая по статусу, который вы получили, и будут еще выше и выше. Да, ну это от души. Так, и еще одна у нас, еще одна награда. Айсул Равильевна, позвольте вручить ее вам. Да, мы вот наслышаны о центре искусства жить, который находится в Казани. Сам лично там был. Прекрасное место, поэтому подписывайтесь на мероприятия в соцсетях. Приезжайте в Казань, посещайте мероприятия в этом уютном, красивом месте в центре Казани. И еще вот нашим молодым участницам, молодым помощницам почетной грамотой награждается Шамсудинова Малика Тимуровна, тоже за содействие проведения выставки и лекции «Татарские украшения». Малика, город Насина. Молодец. Настоящая помощница. И красавица, правильно подсказываю. Так, и почетной грамотой награждается Айсель Ринатовна Галеева. Красавица, да. Ну, фотографию сделаем? Рахмет, да.